В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. Так, глава государства поручил организовать мониторинг доплат медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Помимо этого, власти должны координировать деятельность субъектов по этому вопросу. Путин также поручил проводить мониторинг страховых выплат для медицинских работников. Они должны производиться с первых дней распространения коронавируса в России. Также глава государства поручил докапитализировать микрофинансовые организации в объеме не менее 12 миллиардов рублей для повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП. Тестирование москвичей на антитела к коронавирусной инфекции началось в пятницу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Пункты тестирования разместили в городских поликлиниках. Это поможет выявить долю москвичей, переболевших коронавирусом и имеющих иммунитет к инфекции, количество инфицированных и число людей с подозрением на COVID-19, а также узнать реальную динамику распространения инфекции. К концу мая власти столицы планируют довести мощность системы до 200 тысяч анализов в сутки. Первые 30 пациентов сдали анализы 15 мая. Жителей столицы, выбранных случайным образом, будут приглашать для сдачи анализа с помощью электронной почты или СМС. В Москву вернулась группа российских военнослужащих, принимавших участие в оказании помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. После выхода из самолета все прибывшие подверглись дезинфекции, а также сдали тест на COVID-19. Прибытие этого самолета стало завершающим этапом возвращения российских военных специалистов и военной техники, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Отмечается, что среди прибывших специалистов ведущие ученые научно-исследовательского центра, эксперты в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также организации и проведения противоэпидемических мероприятий. Специалисты в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. В Якутске продезинфицировали улицы. Поливомоечные машины работали со вчерашнего вечера до утра сегодняшнего дня. Дезинфекцию провели на площадях Орджоникидзе, Победы, Дружбы, Народов, Ричпорта, Сквере Матери и на 14 центральных улицах. На санитарную обработку ушло 120 кубометров дезраствора. Использовался безопасный для людей и животных препарат. Пациентов Якутского республиканского онкологического диспансера будут принимать в отдельном здании. До улучшения противоэпидемиологической ситуации пациентам поликлиники и дневного стационара химиотерапии следует обращаться по адресу Петровского, 10/1. Прием пациентов начнется с 18 мая. Молекулярно-генетический отдел клинико-диагностической лаборатории, созданный для углубленного изучения мутаций генов при онкологических заболеваниях и назначения таргетной терапии, с 10 мая начал работу по выявлению COVID-19. Организовано регулярное тестирование на коронавирусную инфекцию всех работников диспансера и его пациентов. Подразделения онкодиспансера продолжают работу в прежнем режиме. Река Лена проходит по территориям поселка Хырыялах Намского района и Якутска. Уровень воды в столице региона не превышает критические отметки минус 32 сантиметра за 2 часа. По прогнозам гидромета, в ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится на Графском берегу и превысит опасную отметку на 30 сантиметров. На реке Амга ледоход вышел в устье. Река Вилюй проходит по территориям Вилюйска и Верхневилюйска. Уровни воды не превышают предельно допустимые значения. В Ленске причалило первое судно компании «Алроса». Теплоход привез груз для подразделений компании. Кто является постоянным участником навигации и сколько объемов груза запланировано на этот сезон, знает Марина Крутихина. Первое судно как вестник открытия навигации. К причальной стенке подошло во вторник вечером. СК-2098 привез для «Алроса» селитру, разнотехнический груз и технику. Состав Усть-Куте встал под загрузку 6 мая. Отправился в плавание прямо за ледоходом. Штурвалом управлял капитан Валерий Литвинцев. Следовали с безопасной скоростью на всем протяжении участка. Экипаж у нас 10 человек, все ребята дружные.
все как бы в период рейса этого занимались одним общим делом, повышенная внимательность была. Постоянные участники навигации 2020 УМТС, дочернее предприятие «Алмаздуртранс», судоходная компания «Алроса Лена». Для обработки флота Ленский речной порт укомплектован всем необходимым и полностью готов к навигации. Портальные краны в эксплуатацию сданы, грузоподъемные приспособления испытаны, штат портовых рабочих на период навигации укомплектован. Первый груз обработали работники УМТС. В этом году плановый объем по грузам для компании 243 тысячи тонн. Из них 132 тысячи тонн светлый ГСМ и 111 тысяч тонн сухогруз. Надо учитывать, что порядка 46 тысяч тонн груза в этом году будет доставлено с нижнего направления реки Лена. Это клинкеры, цементы различного рода с предприятия «Якутцемент», находящегося в поселке Максоголох под Якутском. Остальной объем груза, который составит порядка 55-60 тысяч тонн, это грузы компаний, которые придут к нам через Усть-Кут. Основная масса судов «Алроса Лена» вышла с грузом и идет в направлении Ленска. Ждут в порту и коммерческие суда. Следом у нас идет теплоход танкер «Виктор Тихонов» с баржей. Также следующий у нас делает сегодня оборот в Усть-Куте на нефтебазе теплоход «Лев Солдатов». То есть все суда по мере вооружения грузятся и отправляются с грузом навигации 2020 года. Юбилейная 65-я навигация продлится минимум 150 суток. До октября все предприятия логистической схемы будут работать в установленном режиме. Доставлять груз, принимать и отправлять заказчику. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Паромную переправу через Амгу в Амгинском Улусе открыла компания «Лорб». Судно будет перевозить автомобили со стороны Усть-Майского района и обратно по прошлогоднему тарифу. По предварительному расписанию паром курсирует ежедневно с села Битюнцы с 9 до 21 часа. Кроме этой переправы, жители Усть-Майского района могут добраться до Якутска только по воздушному сообщению. С вчерашнего дня начала курсировать паром СПЖ-83 «Лорпа». Да? Сейчас перевозит транспортные средства, легковые, грузовые. Тариф не изменился с прошлого года. На сегодняшний день капитаны, все работники на месте. Пока в связи с запретами пока никто не ездит, но все равно неотложно нужно будут курсировать. Третий год паром ходит. Вот. Я на нем второй год. Ну, работа нормально идет. Зависит от габаритности автомобиля. Какой автомобиль. Бывает, что 6 заходит. Больших фуры 1-2. И плюс маленькие там. Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание с членами Кабмина Республики. В режиме видеоконференц-связи он обсудил с ними ход реализации антикризисных мер, которые направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Якутии в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как отметил Айсен Николаев, в нынешней ситуации возрастает значение проекта «Местные кадры в промышленность». Он отметил, что сейчас необходимо организовать переобучение для местного населения с последующим трудоустройством. Это, по его словам, поможет не допустить рост безработицы и способствует трудоустройству именно местных кадров. В целях восстановления занятости и доходов граждан по аналогии с федеральными мерами власти Якутии планируют разработать региональный план действий по нормализации экономики после пандемии. Об этом сообщила министр экономики Якутии Майя Данилова. Ведущие музеи мира оцифровывают свои коллекции и выкладывают в свободный доступ интернет-площадок. Впервые в онлайн-режиме пройдет и всероссийская акция «Ночь в музее». Музеи столицы для своих почитателей искусства подготовили обширную программу. К примеру, на основных интернет-площадках Национального художественного музея пройдут видеоэкскурсии об известных картинах как якутских, так и русских и западноевропейских художников. Кроме этого, состоится мастер-класс по акварели и музейные акции с участием молодых художников. Мы изменили наш привычный формат и впервые проводим в режиме онлайн. Конечно же, очень волнуемся,
Мы заранее подготовили очень интересную программу для наших посетителей. Ну, что сказать по поводу онлайн-формата, то мы давно находимся на виртуальных площадках. Мы присутствуем во всех социальных сетях. Наши онлайн-выставки давно присутствуют на платформе Google Arts and Culture. Там представлены 4 онлайн-выставки. Также на нашем официальном сайте давно тоже присутствуют онлайн-выставки из фондов нашего музея. Мы очень надеемся, что сегодня наши посетители присоединятся к нашей акции и хорошо проведут свое время. Эпидемия коронавируса заставила организаторов музыкального конкурса «Евровидение» отменить большой финал в Роттердаме. Они нашли альтернативный вариант. Шоу под названием состоится на платформе конкурса в YouTube. В нем примут участие те же исполнители, которые должны были выступить живьем, рассказывает Артем Сторонов. Вещательным союзом и телекомпаниями из Нидерландов и ряда других стран. Дункан Лоуренс, победивший в 2019 году с песней «Arcade», выступит с новой композицией «Someone Else». В программе помимо конкурсных номеров прозвучат произведения прошлых лет, которые приносили успех их исполнителям. Фанатам представится возможность хором спеть хит «What's Another Year» ирландца Джонни Логана, с которым он выиграл ровно 4 десятилетия назад. Роттердам был выбран в качестве места проведения Евровидения нынешнего года задолго до начала эпидемии коронавируса. После отмены традиционного финала концертный зал «Ахой» был переоборудован во временную больницу для пациентов с COVID-19. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.